Несмотря на то, что в настоящее время лечебные учреждения имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов, их необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить нехватку в будущем. Жители нашей республики активно принимают участие в акции и сдают кровь для помощи гражданам, которым она жизненно необходима. Особенно это актуально в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Приходят наши волонтеры и от нашей организации желающие. Собираем именно среди наших волонтеров. Мы из того, что не можем выходить, стараемся все дистанционно, скажем так, провести. Это агитация в интернете, в СМИ, интернет-ресурсах идет. Агитируем среди студентов не только медицинского факультета, всего Ингушского университета. И среди волонтеров различных организаций. На этот раз на добрый посыл откликнулись работники Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия, ведь им, как никому другому, хорошо известно, что в здоровом теле здоровый дух. И сама процедура не только помогает спасти жизнь тем, кто нуждается, но и оздоравливает самого донора. У нас подведомственные организации принимают участие в этой акции и работники Министерства спорта, и работники подведомственной организации. То есть масштабная. Я особо таких проблем не испытываю после сдачи крови. Нормально, ощущения тоже хорошие бывают. Никаких проблем пока не было. Надеюсь, и не будет, потому что это благое дело. Акция проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований Минздрава и Роспотребнадзора. Перед сдачей крови донорам измеряют температуру тела, проверяют общее соматическое состояние, проводят подробный инструктаж о правилах поведения до и после процедуры. Организм покидает что-то лишнее. Это лишнее, для тебя это лишнее, а для кого-то это необходимо. Вот, твоя кровь, зная, что твоя кровь необходима другим людям, и должен стремиться к тому, что в определенный период сдачи крови сдавать эту кровь и помогать другим. Как мы видим, сами медицинские работники являются также параллельно и донорами. Важно, что равнодушных нет. По итогам прошлой недели у нас была колоссальная поддержка с администрацией главы Республики Ингушетия, с администрацией города Назрань, города Магаз. Многие блогеры, большое количество блогеров нам помогли в агитации, в пропаганде донорства. У нас появились хорошие запасы. Благодаря этим запасам мы все 3 дня, выходные дни, могли оказывать помощь нашим больным. Помощь оказывалась и районным учреждениям, и нашим крупным республиканским учреждениям. Компоненты выдавались для больных. Для всех желающих принять участие напоминаем, что донором может стать любой здоровый человек, гражданин Российской Федерации в возрасте старше 18 лет. Подробную информацию вы можете найти на сайте добро.ру, либо обратиться непосредственно на станцию переливания крови. Спешите помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Элиза Барахоева, Ахмед Гандаров. Новости 24.